адыгэбзэ дгъэӏунууэ, адыгэбзэ шэбынууэ нэхъыбэу ӏуэхур щӏедгъэжьар. Иджы нобэ дызытепсэлъэну дыгуейр иухрэ Украинэр тегъэу щытмэ, аркӏэ ӏуэхур зэрыхъунум, къэралыр зэрыпсэунум, Урысейр тхъумэн мыхьэмэ зэбгырдгъэкӏыну. Абы теухуауэ щӏэ ӏуэхум тепсэлъыхьын щхьэкӏэ зыуэ тыгу ягъэпстащи, илъэсыщӏэр къихьыщтым январь мазэм къыщыщӏэдзауэ абыхэм лэжьэн щӏадзэн хуейщ. Зэкӏэ къанэжа мазитӏым щӏигъум гупхэр яухуэнущи, абы теухуауэ нобэ тӏэкӏу дытеуэршэрыхьыну дыхуейт. Нобэ хьэщӏэ сиӏэхьэщи, мыбыхэм адыгэбзэкӏэ мэхэпсалъэкъым, аращи ӏэкӏэ урыс бзэм дытехьэну къыщӏэкӏынщ. Иужькӏэ мыбы тӏэкӏу жэдэм зиӏэм, абыхэм мэрахъ зыщӏхэр, хуэмыдэу тыркумисхэм тӏэкӏу гъэщӏэгъуэн къащэхъункӏэ хъунщ. Иужькӏэ зыгуэрурэ зэдзэкӏыжынщ, аращи си хьэщӏэщ. Лъэпкъым я цӏыкӏуэуэ Золтан Халтаров, дежым си пащхьэ исщ, етӏуанэуэ Краснодар щыпсэу казакхэм ящыщу Власенко Сергей. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Так, Золтан Сергей, я уже тут на своем языке ребятам коротко очень объяснил, что создана платформа для российских оппозиционеров. Платформа будет, скорее всего, состоять из 12 представителей оппозиции. Из этих 12 представителей оппозиции национальным образованием вроде пока все не утверждено, но все в виде проекта, но тем не менее уже серьезно все обсуждается. 30%. Это 4 человека. Теперь скажу прямо, сразу мы подверглись очень большой критике с разных сторон. У нас есть одна поговорка: курица, которая не снесла яйцо, все остальные, в общем, яйца, кроме своих, в общем, считается харамом, недостойным. Поэтому многие, кто не имеют к этому отношения, сразу же начали полоскать со всех сторон. Но, тем не менее, я думаю, у этого узла два варианта развязки. Один вариант – это политический, а второй – силовой. Силовой вариант, политически понятно, нужны платформы, нужны какие-то группы, которые могли бы этот вопрос обсуждать. Это подвергается критике. Нас даже в вину уже ставят, что мы стараемся залезть на чей-то бронепоезд под их стол, сдаться в плен кому-то. В общем, это обширная тема, об этом поговорим. Второй вариант – это доблестная Кавказская армия после победы украинской армии ВСУ с Ростова, с воздуха и с суши идет в наступление в сторону Дербента и одним за одним освобождает села и города. Но, к сожалению, это за гранью даже фантастики. Кавказской армии нету ресурсов, ни финансовых, ни людских. Поэтому второй вопрос пока закрыт. Вернемся к первому вопросу. В общем, как вы себе представляете, как эта платформа будет работать? Я сразу к тебе хотел, как человеку, который непосредственно там на этом заседании присутствовал, задать такой вопрос. Дело в том, что в чем имперство, так скажем, и колониализм хороших русских, этой несистемной, так скажем, оппозиции Путину, да? Они же тут объявили, что это их площадка. Хотя это вроде бы не их площадка, а площадка ПАСЕ. И они так везде через свои СМИ все это вбросили, как будто бы это они сделали эту площадку. Чуть ли ПАСЕ под них не прогнулась. Доля правды там есть. Подожди, там еще такое. Там же и началось же все, помню, с этой, по-моему, с жены этого. Навальная. С Навальной, с этой группы Навальная. Но я так понял, Яшин, что там ни Навальной, ни Каспарова там в этой группе нет. Нет, Каспаров есть. Ага. Там, в общем, блок Ходорковского, блок Каспарова,
ФБК Мгм. во главе с Навальной. Тоже ФБК в этой Да, посе. да. Да, но Там. они И как- фонд Арно еще. Ага, Вот понятно. эти 4 Free блока. Russia Foundation. Ага. Вот эти, в общем, 4 блока. Плюс 30% национальное образование. Представители. Это где-то 54 организации, насколько я помню. И вот эти 54 организации должны делегировать туда 4 человек. Ну, есть конкретная договоренность. Ну, дело в том, что Джамбулат Сулейманов, это лидер чеченской организации «Единая сила», уже год над этим работает. Я тоже подключился полгода назад, занимались этими вопросами. Ну и, откровенно говоря, мы не могли никак это продлить, потому что в бюджете ПАСЕ этого нету, там все расписано. Вдруг появляется Ходорковский, и появляется платформа сразу вместе с ним. С бюджетом. Скорее всего, это он профинансировал. Я думаю, он человек не очень бедный. Какие-то там заначки у него есть, остались. Поэтому тут вопрос финансирования. И процесс пошел. Но они не хотят, чтобы вот эти национальные образования были. Эти 30% они с превеликим удовольствием хотят заполнить своими так называемыми, ну скажем так, нациками. У них есть свои ручные. Ручные, А ну, кто, да. например? Ну, Гармажапова. Гармажапова. Она, например, та же Арно. Они за сохранение Российской империи. Дело в том, что там, знаешь, они неспроста провели, значит, я делал такой стрим «Орки на Оркас». То есть был, значит, есть организация еще, знаешь, созданная после развала Совка, которая включает в себя представителей коренных малочисленных народов Севера. Это вот Павел Сулинзига, это группа, значит, вымирающих народов, значит, Севера, то есть там, ну, общей численностью там не больше 10 тысяч. Да, то есть это при этом у них, ты знаешь, вот в плане правозащиты, в плане публикации, значит, вот этих правозащитных кейсов и защиты прав, своих собственных прав народов, у них гораздо лучше обстоит ситуация, чем у таких крупных народов, как буряты, например. Потому что систематически нам не создавалось условий для того, чтобы у нас возникла правозащита. А вот у коренных малочисленных народов Севера, по-видимому, ну, так скажем, которые особо центру не угрожали. Общий тренд, да, и вот они заключили эту декларацию, в которой там были как раз вот эти, как ты сказал, карманные нацики, значит, Гармажапова, там какие-то левые, там набор еще левых буритосов, я их так называю, они тоже есть там в большом количестве. И они, значит, там подписали эту декларацию, что вот они не за независимость, они там боятся. Ну вот они антивоенную позицию занимают, тырым-пырым, там, 5-10. Вот я предполагаю, что они хотят заполнить эту квоту не теми, кто борется за независимость и суверенитет, да, а именно вот представителями коренных малочисленных народов, у которых уже, ну, там, они выступали в ООН, они там вхожи во все международные организации, их там знают. То есть их просто хотят тупо использовать, да. Вот в очередной раз, как говорится. Откровенно говоря, там есть какой-то смысл по той причине, что национальность, от которой благодаря Российской империи осталось 10 тысяч человек, практически не в состоянии построить государство. Поэтому здесь уже право на самоопределение любого народа будет подтверждено, и не каждый народ сейчас, в общем, даже мечтает о своем суверенитете. Поэтому их можно понять, потому что их остатки, скорее всего, империя их скоро добьет. Ну, собственно, сейчас все русское законодательство под это и заточено. Сейчас же собрались даже менять конституцию Якутии. Вот их там глава Николаев, он внес там изменения, значит, причем изменения они такие, что у Якутии вообще, в принципе, она областью становится, то есть уже не республика. Российская Федерация, да? Да, ну а вообще фактически, то есть это приведение к тому, что у них, ну то есть основные вещи, например, что он должен накапливать богатство, президент, он должен за этим следить, они там прямо хотят
что он и продает эти богатства, а не только накапливает вроде как. То есть это значит, что олигархи, ну, то есть нацелились на ту собственность, что находится сейчас в собственности республики. Мгм. Или там районов, например. Например, та же Алроса. Она была умно в свое время диверсифицирована между районами Якутии, то есть пакеты акций, Да-да-да. и, собственно, центром, так скажем. И какая-то часть там федералам принадлежала. Ну, теперь у них все отняли под инвестиции, под этот Ленский мост там и все Мгм. прочее. То есть, Которого не будет. да, и предыдущий первый президент, который был в Якутии, он сказал: а кто вас просил отдавать? Вы могли не отдавать это все. Ты имеешь в виду Как Николая? это могли не отдавать? Не, ну вот Извини. просто Он так сказал. привели новых, которые не понимают или не хотят понимать. То есть они довольствуются вот этими копейками. Ну, я вот, пометуя там про дураков, которые у нас в Хурале сидят, ну, копейки для них это сотни миллионов. Ну, Но для ясно. Москвы это копейки, это вообще не Это деньги. не деньги. Это уровень там одной ИПшки в Москве. 100 миллионов. Да. А для бурят это как, ну, как будто бы, Бюджет, ой-ой-ой, да. большие деньги. Да. Ну, практически это либеральная оппозиция, начиная с Ходорковского, заканчивая этим Арно, это просто фонд. Это люди, которые просто хотят оставить империю и поменять Путина на себя, желательно, или на своего человека, в худшем случае. И вот буквально помните вот эту нашу новоявленную королеву российскую, Навальную, как ее зовут? Юлия. Юля. Навальная, которая заявила, что право на самоопределение не востребовано. В Москве, да. Но она хотя бы, в общем, когда-нибудь бывала в Якутии, на Кавказе, еще где-нибудь. А как же фраза ее мужа? Хватит кормить Кавказ. Да. Что это? Так мы, Забыли. Кавказцы были за этот Да. лозунг. Мы И как Крым бы это двумя не руками бутерброд. поднимали руки, чтобы прекратили Кавказ, только с одной маленькой поговоркой. Не Кавказ, а элиту Кавказа, так называемую. Если бы Москва прекратила бы кормить чиновников Кавказа, они бы уехали бы к себе на Канары, там, на Лазурный берег, мы бы от них освободились бы, как бы мы хорошо зажили. Поэтому мы голосовали за это. Но Навальный, в конце он немножко поменял свою концепцию, он там признал некоторые ошибки. Ну, человек мог, один из тех, который мог признать какую-то свою ошибку, что-то поменять. Основная масса не может ничего поменять, у них не хватает на это мозгов. И сейчас у нас возникает вопрос, а вот чего хочет Ходорковский? Казалось бы, он более такая медийная, яркая, в общем, фигура во всей этой тусовке, но вперед он не идет. Постоянно кого-то финансирует, пускает кого-то вперед, для чего? Я думаю, его главная задача это даже не власть, а вернуть нажитое непосильным трудом добро, которое у него отжали. И у меня возникает вопрос. Вот почти 150 миллиардов долларов. Он что, эти деньги получит в Сбербанке в мешках? Эти деньги лежат в недвижимости, и я думаю, что большинство в Западной Сибири в национальных образованиях. Значит, если империя будет демонтирована, эти национальные образования просто национализируют эту недвижимость, которая принадлежит Ходорковскому. И у нас возникает вопрос, а как Ходорковский за один день стал миллиардером? Мы знаем по старой схеме, ограбили народ. И теперь у него судебное решение, он хочет забрать нажитое непосильным трудом. Ну да, Европейский же суд ему присудил 50 миллиардов, он выиграл у Путина. 150, по-моему. Не, 50 миллиардов, чтобы ему вернули за его ЮКОС. Вот и все. Вчера я даже об этом слушал. Конечно. Слушал передачу. Конечно, он за сохранение Российской империи, якобы которую они демократизируют. Но демократия и Россия это вещи несовместимые. Да. Я думаю, что он, кроме того, что хочет вернуть деньги, он все-таки имеет вид на то, что он стал бы руководителем этого нового образования государственного. Если Но попросят, тут, как говорится, компромат-то на лице, так скажем. Так что Ходорковский сколько бы ни пыжился, его все равно
не поставят, так Ну, скажем, понимаешь. Типа, И, конечно, его вот эта вот риторика, помнишь, он эти интервью давал там по Мгм. поводу Чечни, что он там эти помогал. спецназ, там что-то там и так далее, там какие-то, значит... Ну, помогал российским войскам. Да, ну победить то есть Чечню, да. это же тоже определенное, Конечно. определенный такой вброс с его стороны, там, значит. То есть мы вообще не знаем, чем он там помогал на самом-то деле. Только вот взять каких-нибудь вот этих ОМОНовцев и так далее и узнать, чем конкретно помогал Ходорковский. Может быть, он не просто, как он там говорит, харчами там и так далее. Может, они оружие там закупали и все прочее. Для того, чтобы устраивать геноцид в Чечне, например. То есть тут логика-то в том, что не надо забывать, что у Ходорковского-то какое прошлое комсомольское. То есть это он по этой линии двигался, и поэтому естественно, что у него есть какие-то амбиции, и действительно он вот этих подпускает карманных, значит, которые там ему там на уши присаживаются там и так далее, ну, чтобы они работали ради вот этой цели, вернуть его, во-первых, Да, в дела, а во-вторых, отомстить Путину. Да. помнишь комсомольский период, там была одна интересная фраза: «Золото партии». Да. И как раз вот Ходорковский получил вот с партийного фонда хорошие деньги, с которых, конечно, он начал свой бизнес. Если Форд, семья Рокшильдов, годами, десятилетиями нарабатывали свой капитал, эти стали миллионерами за одну ночь, подписав одну какую-то бумажку. Этим молодым ребятам, типа Ходорковского, перспективным комсомольцам, партия выделила часть вот этого золота. Практически это золото принадлежало теоретически народу, но на самом-то деле оно принадлежало этим партийным лидерам, которые не знали, что с этим делать, потому что они привыкли к этому, что у них-то, они-то жили на коррупции, на взятках, там, на чемоданах с деньгами, а тут надо было делить имущество. И они не знали, как это делать, и нашлись вот эти молодые комсомольцы, которые уже были с более интересным образованием, чем, в общем, старшие коммунисты, и они взяли это на себя. Прекрасно поделились, и вот с этого города, пароходы, порты, все, Да в всё. общем, пошло на распил. И к 90-му году по схеме Чубайса с этими ваучерами, ваучеры раздали, но что с ними делать, никому не Не, сказали. ну он ЮКОС получил гораздо позже, то есть когда уже все разбазарили и остались лакомые кусочки, эти так называемые предприятия союзного подчинения такие были. И их продали на залоговых аукционах, причем Да. самая интересная вещь, там была как, что у Минфина не было денег, и они, значит, написали писульку о том, что, значит, вот давайте-ка мы это продадим, а под это дело возьмем, там, значит, кредит, и это очень будет серьезно, значит, подспорье для бюджета. И Гайдар и вот эти вот все товарищи, они провернули такую схему, то есть они взяли у этих банков, Минотепа непосредственно, который создал, значит, Ходорковский. При этом они депонировали на счетах Минотепа там, то ли 500, то ли миллиард долларов капитала. Само Министерство финансов. Да, да. То есть, и потом, значит, заняли какую-то сумму у, значит, у этого Минотепа, а отдавать было нечем, и они отдали ему акции вот этого ЮКОСа. Ну, элементарное мошенничество. Ну да, то есть это вот мошенничество, в котором завязаны в том числе те, которые, ну, я более чем уверен, что до сих пор сидят где-то во власти. И как служили Ельцину, так служат и Путину и так далее. И когда Путин отжимал в пользу Роснефти ЮКОС, он, в общем-то, ну что он делал-то? Я тут не сторонник Путина, не защитник никакой. То есть вот для логики, что они возвращали в собственность или туда то же самое, что он забрал по схеме, по определенной. Это то же самое, как у Березовского. Он записал все на мальчика, на Абрамовича. А Абрамович сказал, что это все мое, ты же на меня записал.
и гуляй. Ну, то есть это вот характерно для вот этих бизнесменов из 90-х годов, которые были очень циничные. И в этом отношении, конечно, я более чем уверен, что они придерживаются такой же циничности по отношению даже вот к этим своим там Карно, значит, Гарможаповы и так далее. То есть их просто используют, когда используют, их потом выбросят. И в этом-то как раз и проблема в том, что сейчас вот я действительно ни с того ни с сего вдруг это, ну, в ПАСЕ, это же ведь, в общем-то, такая рекомендательный, совещательный орган, если почитать вот эти резолюции, ну, что такое значение резолюции? Она как бы не обязательно к исполнению. С другой стороны, вот я почитал там тонкости европейского, так скажем, законотворчества, и оказывается, что вот схожие законы они будут принимать где-то парламенты европейских стран, они обязательно должны с учетом вот этой резолюции. То есть он вроде бы как совещательный, и вот они резолюции эти выпускают, но тем не менее любой следующий закон, если вот, например, он каким-то образом касается деколониальных движений там, или еще что-то, или там, например, россияне должны вот на эту резолюцию так или иначе ссылаться. И в этом отношении, конечно, если там вот в этом будут сидеть такие, как Гарможаповы и так далее, они будут продвигать, естественно, колониальные имперские нарративы. И я более чем уверен, что они это будут делать сознательно, так скажем, а не как так, что их там какие-то русские имперцы обдурили, там, обманули там, и так далее. То есть... Ну, это Да, я думаю, что... ничего нового. Да, это ничего нового. Я думаю, что там у них, я думаю, этих Гарможаповых, у них чисто ума не хватит сделать самостоятельно то, что ты сказал. Ну, я думаю, что у них, они поднаторели за это время, понимаешь, сейчас люди-то быстро учатся, короче, если, допустим, вот года 3 или 4 назад, когда вдруг активность появилась достаточно большая, и буряты вообще впервые там заговорили громко о независимости где-то на международных площадках, а не так, как они обычно делали где-то там на кухоньках, тихо-тихо там и так далее, и то даже пугались об этом говорить, потому что ну, страх такой тотальнейший, да, то теперь об этом говорится свободно. Молодежь, в том числе, которая более свободна в других условиях выросла, она это воспринимает как вот отче наш, что называется. Ну, посмотрим теперь. Откровенно говоря, в первую очередь мы не хотели, чтобы эта площадка осталась чисто для них. Конечно. Потому что все-таки площадки, они должны быть разноцветными, там должен быть какой-то спор, какая-то полемика, диалог должен быть. И я думаю, что именно евродепутаты дали добро на этот проект для того, чтобы посмотреть, чтобы они вживую увидели и услышали, какие люди, как они думают и как они себе представляют счастливую Россию будущего. Мы себе ее представляем без России. Да. А вот эти люди, они ее представляют именно как, в общем, в тех же границах Российской империи. То есть это очередная попытка запустить новый забег по старому кругу. Например, после Первой мировой Владимир Ильич Ленин попытался один раз создать республику, которую назвали Союз Советских Социалистических Республик, которая протянула без малого 80 лет. Борис Ельцин тоже попытался это сделать 30 лет. И вот теперь, если Михаил Борисович Ходорковский опять запустит этот проект, вряд ли он 30 лет пройдет, максимум, в лучшем случае 10 лет они опять вернутся к этим же исходным позициям. Ничего там не изменится, потому что крепостное право было отменено, а крепостные так и остались в России. И из них сделать демократов практически невозможно. И пытаться, в общем крокодила переделать в вегетарианцев, это противоестественно, поэтому здесь выход только один: демонтаж империи, предоставление права на самоопределение всем народам и признание геноцида
этих народов и на основании признания геноцида помочь им всем восстановить свою государственность. Да, я считаю, что в этом отношении площадка, безусловно, нужна, но нашим зрителям, да, и всем слушателям в том числе, я считаю, что нужно понять, что площадка это ПАСЕ, выделено 12 мест, среди которых 4 места это представители национально-освободительных движений должны заполнить. Правда, отбор непонятно каким образом ведется, я вот еще процедуру. Ты знаешь примерно, как процедура это проходит? Да, там есть комиссия, Мгм. Еврокомиссия, это не... Это именно ПАСЕ Да, находится. да, да, именно вот эти из депутатов ПАСЕ. Там очень хороший вес имеют украинские депутаты. И вот сейчас до декабря месяца будут предоставлены кандидатуры. Здесь никакого ограничения нет. Там есть несколько пунктов, там резюме, там, ну, в общем, фотография, ну, еще там еще несколько пунктов. И в декабре, где-то в начале декабря в Париже будет обсуждаться на бюро этот вопрос, а потом из них выберут этих людей, а потом они начнут работать где-то с января. Потом обещано, что сейчас по финансовым проблемам, потом еще они об этом думают, но пока еще непонятно, как это будет выглядеть. Они сказали, что когда начнет работать эта площадка, они посмотрят, если все-таки будут серьезные разногласия, они допускают создание второй площадки, где уже будут национальные образования. Тогда будет не 4, а 12. Да, ну то есть, в общем, это просто первый шаг для того, чтобы ПАСЕ отдельно организовала площадку для представителей национально-освободительных и прочих национальных движений. Там кто за федерализацию и так далее. Но это я вообще считаю, что та же Гармажапова и Арно, они-то, в общем-то, часть русской оппозиции. Они этнически, может быть, представляют, ну, там, 1,5 бурята, условно говоря, да, ну, я памятую о том, что Арно наполовину, ну, вроде бы как бурятка, но, ты знаешь, вот я хотел это на своем эфире, но я повторюсь, наверное, то есть вот мы искали бурятские корни у Арно, и вот что-то не можем дальше 30-х годов уйти, то есть, потому что в 20-е, в 30-е годы очень сильно обурячивали, там, китайцев, корейцев, там, представителей прочих народов, которые азиатских, которые вот в Бурятии от Енисея до Амура жили. И вот, ну, не знаем, может быть, это вообще, ну, как бы интродуцированные, так скажем, коммуняки, которые там, скажем, ну, из Китая, там, которые в революцию воевали, там, и так далее. Просто они не захотели вернуться в Китай. А вот, ну, по каким-то тем или иным причинам остались в Советском Союзе, и вот их интродуцировали, так скажем, сделав бурятами, ну, партийное задание, будешь бурятом сейчас, короче. И они вот так язык выучили, там, молятся даже, ходят и так далее. И, может быть, их даже потомки и знать не знают, что они не буряты. Но когда доходят до независимости и суверенитета, тут сразу вот эта штучка возникает. Что бурят это помнят, что когда-то их предки воевали, что когда-то они были покорены русскими. И естественное наше право это освободиться, стать независимыми и сами управлять этой землей. А безусловно, те люди, которых там привезли в вагоне, бросили, назначили бурятами, ну они чем отличаются от тех же вонюшек, которых точно так же привезли в столыпинских вагонах, там выкинули на нашей территории, они там активно размножились на нашей же земле, за наш счет. И, то есть, что какие к ним претензии? Ну, они так выросли, это такая у них судьба. Я поэтому считаю, что Гармажапову это надо, пускай она не в наших 4 сидит местах, а сидит в этих, как его, в 8. Да, я думаю, что основным костяком этой площадки будут как раз кавказцы, а именно чеченцы. Я считаю, что правильно, потому что я вот сейчас, например, даже прочитал, значит, ну, так скажем, заявление правительства Чиры в изгнании, то есть от закаевца. Они там написали, что это вроде не для нас площадка.
Ну, потому что Чечня, она никаким образом отношения, ну, Ичкерия никакого отношения не Я имеет вот и к хотел России. спросить, почему ты считаешь, что именно чечены должны? Ну, чеченцы, во-первых, довольно победили в войне С Россией? в общем, Россию, был временный успех. Они, в общем, готовы отстаивать свою независимость с оружием в руках и дальше. Это немаловажно. Во-вторых, они в Европе уже давно. Это чеченская оппозиция уже лет 20 в Европе. И она Они- массовая. Даже Да, больше, чем массовые, 20, они да. знают языки, они ориентируются в европейском пространстве. И все эти 20 лет они боролись. Есть богатейший опыт, который мы должны использовать. Поэтому думаю, что именно... И у них есть, в отличие от других, например, и северокавказских народов, государственность, которая существовала, сейчас она уже под оккупацией. Ну да. Какая бы была эта государственность? Ну и у них батальоны в Украине еще Да, воюют. и три... Ахмат, У каждого, я так понимаю, движения по своему батальону там, да? 3 чеченских батальона воюют, у них боевой опыт продолжается. Поэтому они, конечно же, в очень хороших условиях, и их позиции очень твердые. И я думаю, что именно они займут, в общем, возьмут на себя основную ответственность на этой площадке. Поэтому будем смотреть. Я думаю, это будет, в общем, удачно. На этом, наверное, у нас время подходит. Мы немножко завершим. Там фиаузынша, абдежим девошары духын шхомура. Жахни псомиджи там фиапсол, хиджри диапати петагабзаган, псомиджи девошары хаш. Игисто қошхаро бирт моғами зуаради хиджри девада, обдапшары себедавами зей суша хопсадмидей седаваран шузаваран. Так, дорогие друзья, ладно, ну на этом наш сегодня эфир заканчивается, так что поговорим про это сильнее в пятницу. В общем, всем пока, до новых встреч и повторяйте каждый день: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Случится тот день, когда бурят будет заседать в ПАСЕ, и нас 12 человек там будут сидеть, всех кривых косых туда загоним, и будем бороться за независимость и суверенитет, будем подавать документы по геноциду бурятского народа. Боритесь и поборите. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч.